Привет, друзья, с вами я, Михаил Сыркили. Сегодня поговорим о том, как Гагаузия продолжает угрожать Кишиневу. Да, вы не ослышались, именно угрожать. Вчера, 20 ноября, Михаил Влах, организатор всех шоровских протестов в Гагаузии и самый громкий шоровский провокатор, вышел с заявлением, где четко заявил, что Республика Молдова не вступит в Европейский Союз, потому что этого не хочет Гагаузия. Давайте посмотрим. Никакие комиссии, никакие нападки со стороны власти не остановят гагаузскую идентичность, не смогут уничтожить гагаузскую самобытность и гагаузский настрой, который еще в 90-е годы мы получили как гагаузскую автономию. И самое главное, Европа четко сказала, что Молдова не может попасть в Европу без Гагаузии и без Приднестровья. И вместо того, чтобы договариваться, власти решили нападать на Гагаузию. И те штрафы, которые происходят среди простых населения, и то давление со стороны специальных служб на всех патриотов или на людей, которые занимают государственные посты в Гагаузии, все это тоже останется в прошлом по одной простой причине, что Гагаузия вечна, а власть она дается на какой-то период. И ПАС не понимает, что 50 лет у ПАСа нету. У них есть определенные 2-3 года, но Гагаузию не поработят. Гагаузская философия, которую наши отцы-основатели еще в 90-м году заложили, оно имеет очень длинный путь. И как я говорил, что Молдавия это аист, а два крыла это Приднестровье и Гагаузия, и никакую Европу не попадет, это тоже факты. По поводу вечности Гагаузии. Во-первых, никакая Гагаузия не вечная. Гагаузия существует только потому, что существует независимая Республика Молдова. И до тех пор, пока существует независимая Республика Молдова, будет существовать Гагаузия. Если бы не было независимой Республики Молдова, если бы Республика Молдова не получила свою независимость от Советского Союза, не было бы никакой гагаузской автономии. Это нужно запомнить. А теперь давайте расшифруем, что имел в виду Михаил Влах. Михаил Влах заявил, что Кишиневу даже не стоит рассчитывать на вступление в Европейский Союз, потому что этого не хочет Гагаузия и Приднестровье. Кишиневу, говорит Михаил Влах, по-любому придется договариваться с Гагаузией. И не для того, чтобы вступить в Европейский Союз, а потому что Гагаузия вечна. А про свой европейский путь, говорит Михаил Влах, Молдова вообще должна забыть. Кто-то может посмотреть на этого чудика и сказать, что с него взять. Он еще недавно пил отходы со спиртзавода Константинова. Зачем вообще его комментировать? Но давайте не забывать, что он был советником Башкана по СМИ, пусть даже Евгению Гуцул, но тем не менее. Он организовал передачу под контроль Шора общественной телерадиокомпании Гагаузии ГРТ, которая сегодня превратилась в инструмент Кремля и Шора по продвижению фейков и дезинформации не только в Гагаузии, но и по всей Республике Молдова. После того, как ГРТ стал под контролем Шору, это общественное телевидение и радио превратились в инструмент продвижения межнациональной вражды и ненависти в Республике Молдова. Каждый день этот телевизионный канал и это общественное радио продвигают ненависть к европейскому пути развития, ненависть к правительству Республики Молдова, к президенту нашей страны, к румынской и молдавской идентичности и в целом продвигают недоверие к государству Республика Молдова. Этот человек является активом Дмитрия Константинова. Таким же политическим активом Дмитрия Константинова является сегодня Илья Узун, который исполняет обязанности Башкана. Михаил Влах делает заявление, которое своим ртом не может произнести Дмитрий Константинов, но очень хочет. Таким образом, Михаил Влах раздвигает грани возможного для того же Дмитрия Константинова, чтобы он мог делать агрессивные и безумные заявления, которые очень часто от него исходят. На фоне риторики Михаила Влаха эти заявления Константинова уже не кажутся такими безумными. В унисон с Михаилом Влахом когда-то говорил и Илья Узун, однако Илья Узун сейчас притих, но это не значит, что он не хочет говорить. С другой стороны, зачем говорить Илье Узуну и Дмитрию Константинову, когда есть Михаил Влах, который, как ЗИЦ-председатель, привлечет огонь на себя. Что-то мне подсказывает, что туи, на фоне которых Михаил Влах делал свое вот это вот заявление, растут перед домом Ильи Узуна. А пламенную речь Михаила Влаха, я полагаю, снимал сам Илья Узун на свой телефон. Понятно, что этим двум товарищам, я имею в виду Константинову и Узуну, есть что терять. Бизнес и различные активы. Поэтому не жалко Михаила Влаха, у которого особо ничего нет. Теперь
предлагаю перейти к сути происходящего. Помните визит Александра Мустяца в Гагаузию и эйфорию, связанную с тем, что наконец-то, мол, СИП приехал и образумил этих продажных шоровцев. Навел порядок, да еще и так, что Константинов сразу вспомнил о диалоге. Выступление Михаила Влаха вряд ли можно интерпретировать как вразумление. Этот человек продолжает ту же агрессивную риторику, которую он продвигал последние 2 года. А на его фоне Константинов просто прикидывается дурачком, ушел в отставку, но не целиком, а на полшишечки, не сдав мандат депутата и уже не в отставку, а в отпуск. На требование Совета по телевидению и радио разобраться с ГРТ Константинов прикидывается дурачком и перенаправляет это требование в наблюдательный совет, который сам же и контролирует, и который является виной и причиной того беспредела, который творится на ГРТ. Что-то я не вижу, чтобы в Гагаузии извлекли уроки и пытались каким-то образом исправить ситуацию. Я имею в виду политический класс. Гагаузия продолжает быть цепным псом Кремля против Республики Молдова и прикрывается шоровская шушера в Гагаузии гагаузской идентичностью и какой-то философией гагаузов. А что стало поводом для того заявления и очередной угрозы Кишиневу? А поводом стало высказывание депутата парламента Республики Молдова от партии ПАС Лилианы Карпа в эфире радио Молдова о том, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова возьмет на себя контроль в том, что касается организации выборов в Гагаузии. Давайте посмотрим. Acum, pentru că ei aveau un cec la nivel local și așa mai departe și nu acționau, deși în conformitate cu legislația, dar în interesul unor anumitor grupări, deci decizia este că totul va fi controlat de la Chișinău, deci procesele, pentru a nu admite cumpărare de voturi și defraudare a alegerilor. Așa. Adică ce procese vor fi controlate? Eu ce scuze, da? Da, foarte bine că ați întrebat. Deci este vorba despre anumit concurență electoral, de exemplu. Dacă ei fac anumite demersuri, că sunt fraudate alegerile, că sunt cumpărate, se aduc probe, atunci cecul ia niște decizii. Cecul din Chișinău, adică. Da, ia decizii în raport cu cei care fraudează alegerile. Cei ce anterior nu avea loc. А что, собственно, не понравилось Михаилу Влаху в этом отрезке видео? Мне не совсем понятно. Лилиан Карп сказал что-то, что не соответствует действительности? Лилиан Карп сказал чистую правду, что местная Центральная избирательная комиссия в Гагаузии на протяжении ряда избирательных циклов организовывала и проводила выборы Башкана и выборы в Народное собрание не в интересах жителей Гагаузской автономии, а в пользу отдельных групп интересов. В частности, в интересах ОПГ Шора, который получил власть и захватил всю Гагаузию благодаря бездействию местной Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Это же чистая правда. Мы же все помним, как ЦИК Гагаузии в 23 году на выборах Башкана не только сам не выявлял нарушения, которые лежали на поверхности, и только слепой не мог их не заметить, но также игнорировал обращение ЦИК Молдовы и полиции Республики Молдова с призывом навести порядок и реагировать на случаи грубейшего нарушения законодательства, такие как незаконное финансирование избирательной кампании и массовый подкуп избирателей. И речь ведь идет не только о незначительных нарушениях, речь идет о грубейших, значительных нарушениях, которые исказили результаты выборов. Речь идет о нарушениях, которые сопоставимы с нарушениями, которые могут, по сути, фальсифицировать выборы. А это уже тянет на уголовное наказание. И Центральная избирательная комиссия Гагаузии эти нарушения посчитала незначительными и никак на них не отреагировала. Более того, ЦИК Республики Молдова, который на тот момент никак не участвовал и не вовлекался в организацию выборов Башкана, эти нарушения заметил и пытался обратить на них внимание ЦИК Гагаузии, а ЦИК Гагаузии, который должен был эти нарушения выявить и предотвратить, сделал вид, что ничего не происходит. Если вы спросите меня как гражданина, кому я доверяю больше избирательный процесс, то я скажу, что я доверяю тому, кто понимает, что такое выборы, может выявить нарушения и предотвратить их. Это как с доктором, который не видит экзему на теле и считает, что вы здоровы, несмотря на то, что у вас вся кожа разодрана от зуда. И доктор, который только посмотрев на вас, определил, в чем проблема. Конечно же, вы обратитесь к доктору, который понимает, в чем проблема и как ее лечить. Но это если вы, конечно, вы хотите исцелиться и избавиться от проблемы.
Так и здесь, если Гагаузия хочет исцелиться и избавиться не только от Шора, но и от любого вида манипуляций и фальсификаций на выборах, то очевидный выбор – это выбор в пользу ЦИК Республики Молдова. Ведь ЦИК Гагаузии фальсифицировал и манипулировал выборы не только в интересах Шора, но и в интересах других групп. В интересах Влах, в интересах Константинова, в интересах Лузуна и в интересах Дадона и Плохотнюка. Зрители нашего канала понимают, о чем я говорю. Я говорил об этом неоднократно. Но Гагаузия, очевидно, не хочет исцеления. И когда я говорю Гагаузия, я имею в виду прежде всего гагаузских политиков, причем разных мастей, потому что противником большего вовлечения властей Республики Молдова в процесс организации и проведения выборов Башкана и выборов в Народное собрание Грузии является не только Михаил Влах или Константинов или Илья Узун, но и политики, которые оказались многим более рациональными и конструктивными, например, как Александр Тарнавский, который также, но более мягко толкает нарратив о недопустимости вмешательства Кишинева, и который напирает на то, что Гагаузия и гагаузский народ сам в состоянии очиститься от Шора. Если Тарнавский хочет баллотироваться и еще раз прийти в Народное собрание, а я так полагаю, что хочет, во всяком случае, он не заявлял об обратном, то Тарнавский должен понимать, что у него нет шансов выиграть у Шора, если позволить Шору и дальше покупать и фальсифицировать выборы, и если не будут обеспечены честные и конкурентные выборы. А если выборы и дальше будут проводиться без вмешательства Кишинева, то есть без вмешательства ЦИК Молдовы, то нет никаких шансов на то, что следующие выборы Башкана и выборы в Народное собрание пройдут честно. У Гагаузии нет потенциала и возможности, и способности организовывать честные выборы в Народное собрание. Это надо признать. Я в данном случае исхожу из того, что Тарнавский хочет честных выборов и не договорился с Шором. Более того, глядя на эту скоординированную игру гагаузских политиков, причем всех, в том числе и тех, кто вроде как в оппозиции, которые резко принялись заявлять, что Шора в Гагаузии нет, что все нормально, и почему-то главную проблему и угрозу они видят в более активном вовлечении Кишинева в избирательные процессы в Гагаузии, а не присутствие Шора в Гагаузии. Я не удивлюсь, если эти же люди через 2 месяца будут нас уверять в том, что Шора не было, что Шор нам всем причудился, и никакой сетки Шора никогда не было. А то, что мы видели на референдуме, выборах президента и выборах парламента, было всего лишь навсего галлюцинацией. Более того, не удивлюсь, если они начнут советовать всем нам сходить к психиатру и проконсультироваться, а не бороться с вмешательством Кремля. Тут у меня 2 месседжа. Один к Камрату, а другой к Кишиневу. Гагаузским политикам хочу сказать, не надо держать всех за идиотов. Кремль через Шора вмешивается в политические процессы в нашей стране. И, судя по всему, будет и дальше это делать. А кишиневским политикам, особенно тем, кто у власти, хотелось бы просто еще раз напомнить, что угроза, которая была в Гагаузии, никуда не исчезла. И с ней надо что-то делать. Надеяться на то, что эта угроза как-то сама по себе рассосется, очень опрометчиво. Я понимаю, что Кишинев не хочет вводить прямое управление в Гагаузии и, скорее всего, не будет этого делать. И я не считаю, что вводить прямое управление – это самый хороший вариант из всех возможных. Но Республика Молдова, как государство, должно больше присутствовать и вовлекаться, в том числе и прежде всего в то, что касается организации и проведения выборов Башкана и выборов в Народное собрание. А то у Гагаузии это территориальная автономия, а не независимое государство. Но в том, что касается организации и проведения выборов Башкана и выборов в Народное собрание Гагаузии, у гагаузской автономии почему-то полная независимость. А это неприемлемо с моей точки зрения. У Гагаузии должна быть автономия в вопросах самоуправления. А люди, которые будут управлять Гагаузией, должны выбираться в соответствии с правилами, установленными Конституцией Республики Молдова, международными стандартами и законодательством Республики Молдова. Особенно, когда речь идет о Башкане, который является членом правительства по должности. Нельзя допускать в правительстве человека, который избран не по законам Республики Молдова и не в рамках процесса, организованного властями Республики Молдова. И это никак не ущемляет гагаузскую идентичность или гагаузскую автономию. Ведь примары избираются на выборах, которые организует ЦИК Республики Молдова на основе Кодекса о выборах Республики Молдова, а не избирательного кодекса Гагаузии. И что-то я не помню, чтобы в гагаузских селах и из-за этого избирались не гагаузы или люди, которые не имеют отношения к гагаузским городам и селам. Именно этим городам, где они избираются. А если обратить внимание на то, как проводятся выборы в Народное собрание, то мы
выявим множество случаев, когда от тех или иных избирательных округов или населенных пунктов избирались люди, не имеющие никакого отношения к этим округам и населенным пунктам. Далеко ходить не надо. Вспомним Константинова, который избрался от избирательного округа Ферапонтьевка, хотя он не из Ферапонтьевки. Давайте вспомним про Илью Узуна, который представляет в Народном собрании округ Русское Киселе, к которому не имеет никакого отношения. Или давайте вспомним ту же Ферапонтьевку, которую в одно время в Народном собрании представлял депутат, который не имел никакого отношения не только к Ферапонтьевке, но и вообще к Гагаузии. Речь идет о Виталии Чебанову, человеке Плохотнюка. Помните такого депутата? Родом он из Верхней Албаты Треклийского района, долгое время жил в Кишиневе, а теперь вообще куда-то пропал. Еще раз повторюсь, на выборах примара, которые организует ЦИК Республики Молдова на основе Кодекса о выборах Республики Молдова, я не помню, чтобы выборы фальсифицировались или манипулировались, или чтобы в гагаузских городах и селах избирались люди в качестве примаров, не имеющие отношения к этим населенным пунктам. А на выборах в Народное собрание, которое организует местный ЦИК Гагаузии на основе местного избирательного законодательства Гагаузии, такое сплошь и рядом. Не говоря о выборах Башкана, где в последний раз избрали табуретку Шор. И если вы хотите мое мнение, то да, для того, чтобы Гагаузия стала принадлежать сама себе, избирательные права жителей Гагаузии начали соблюдаться, то Кишиневу нужно больше вовлекаться в избирательный процесс в Гагаузии. И я вам даже больше скажу, что когда Гагаузия злоупотребила своими полномочиями, организовав те самые незаконные гагаузские референдумы в 2014 году, Кишинев еще тогда должен был через Конституционный суд лишить Гагаузию компетенций в области выборов, потому что это был момент, когда Гагаузия использовала эти компетенции в интересах страны-агрессора Российской Федерации. Права гагаузов ущемляются не там, где за дело берется Кишинев, а там, где за дело берутся гагаузские политики и власти гагаузской автономии. И этот факт очевиден, с ним сложно спорить. Теперь, возвращаясь к угрозам, которые звучат от Михаила Влаха в адрес Кишинева по поводу того, что Кишинев может даже не мечтать о вступлении в Европейский Союз, потому что этого не хочет Гагаузия и этого не хочет Приднестровье. Этой неприкрытой наглости есть еще одно объяснение. Сейчас Украина переживает один из самых сложных моментов за все время полномасштабной российской агрессии. Ежедневно уничтожается украинская критическая инфраструктура преступным и людоедским путинским режимом. Каждый день дроновыми и ракетными ударами по мирным городам и селам Украины Россия убивает мирных украинцев, в том числе и детей. Россия не может похвастаться успехами на фронте, поэтому усилила террор гражданского населения Украины. С другой стороны, Трамп и его администрация давят на Украину в очередной раз и фактически склоняют Украину к капитуляции. Путинский режим и те, кто от имени путинского режима курирует своих шавок в Гагаузии, скорее всего, внушают им, что наши уже близко. И на этом энтузиазме и эйфории эти местные шавки Кремля в Гагаузии начали опять угрожать Кишиневу. И обратите внимание, не прошло еще и 2 месяцев после выборов в парламент, а кремлевские шавки уже угрожают Кишиневу. Таким образом, они скоро начнут угрожать и Киеву. Еще раз повторю то, что я повторял неоднократно в последних нескольких выпусках, в том числе и сегодня. Республика Молдова не должна попустительствовать выходкам гагаузских политиков, которые давно перешли все мыслимые и немыслимые пределы. Самые одиозные из них, с моей точки зрения, должны понести наказание, в том числе за преступления, которые они совершают против Республики Молдова еще с 2014 года. Отсутствие реакции со стороны Кишинева дает им возможность перегруппироваться, перестроиться и размышлять над внедрением более опасных схем по подрыву нашей демократии. Я понимаю, что власти Республики Молдова не могут дотянуться до Шора, который скрывается в Москве, но до местных шаросят-то они могут дотянуться. И это надо было делать еще в 2014 году, но почему-то этого не было сделано. Если в 2014 году события не выглядели так угрожающе, и еще можно было смотреть на них сквозь розовые очки, то теперь все предельно ясно. И совершенно очевидно, что их деятельность не имеет ничего общего с интересами гагаузской автономии.